При встрече приветствовать всегда партнера вставая, разговаривая с иранскими женщинами, не делать комплименты, здороваться, не пожимая руки. И тем более запрещается пристально на них смотреть. Таких правил должен придерживаться каждый гость, который однажды решил посетить Иран. Также запрещается распивать спиртные напитки и громко разговаривать. И вовсе не хватает перечисления, ограничений и запретов для женщин. А самое главное, представители прекрасного пола при поездке в эту страну должны придерживаться исламской нормы одежды, то есть закрывать волосы платком и не носить обтягивающие вещи. И представители прекрасного пола кыргызской делегации попытались придержаться этих норм. Ограничение поведения в одежде – многовековая традиция в Иране. Устраивать пышный прием по случаю приезда почетного гостя. Еще одна традиция в Иране. Утром автомобиль главы государства Алмазбека Атамбаева в сопровождении почетного конного эскорта проследовал к президентскому дворцу Джумхури. Здесь у парадного входа высокого гостя приветствовал президент Исламской республики Иран Хасан Роухани. После официального приема главы двух государств провели переговоры в узком кругу. Реализация совместных инфраструктурных проектов – одна из главных тем встречи. Также стороны обсудили дальнейшие перспективы торгово-экономического сотрудничества. В ходе переговоров в расширенном составе Атамбаев поздравил народ Ирана с успешным завершением переговоров по иранской ядерной программе и принятием исторического документа. Я рад, что все-таки завершились переговоры по иранской ядерной программе и принят всеобъемлющий план по регулированию ситуации. И я хотел бы вас поздравить с этим событием, которого не случилось бы без вас конкретно и без политической воли руководства Ирана. Мы, конечно же, заинтересованы в успешной реализации всех достигнутых договоренностей и чтобы как можно скорее были сняты все международные санкции, которые мешают народу Ирана активно развиваться. Президент Хасан Роухани в свою очередь отметил, что заключение соглашений по иранской ядерной программе и снятие санкций, поставленных перед Ираном, открывает для государства возможности для расширения сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности с Кыргызстаном. У нас очень хорошие возможности и потенциал для развития отношений между нами. У Ирана хорошие возможности в области энергетики, и мы можем предоставить Кыргызстану инженерно-технические услуги по осуществлению таких проектов. С учетом того, что у нас также много общего в культуре, мы можем сотрудничать и в области науки, новых технологий и медицины. Также Алмазбек Атамбаев, отметив широкие возможности от присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, пригласил иранских бизнесменов инвестировать в страну. После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз, Кыргызстан – это уже вход на рынок, где больше 170 миллионов потребителей. И, конечно, мы приглашаем в этом плане для сотрудничества иранских предпринимателей, иранский бизнес. Мы также поддерживаем желание Ирана повысить свой статус в Шанхайской организации сотрудничества. Считаем, что полноправное членство Ирана в ШОС будет содействовать усилению общего экономического потенциала и внесет свой вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества. Был обсужден и вопрос открытия прямого рейса между Кыргызстаном и Ираном. Детально обговорена реализация проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Иран. Самый наикратчайший путь доставки товаров из, соответственно, Ирана в Китай. И Кыргызстан проявляет очень большой интерес к этому, и мы принципиально договорились о том, что в самое ближайшее время наши специалисты, наши соответствующие министерства проработают вопрос дальнейшего продвижения этого проекта уже не на бумаге, а на деле. Мы договорились о том, что в ближайшее время, а именно в ноябре месяце, стороны проведут очередное заседание межправкомиссии. Центральная Азия посредством этой дороги Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Иран сможет связаться с Индийским океаном, Персидским заливом, отмечают эксперты. По словам Чинары Эсенгул, это будет выгодный перспективный транзитный коридор, а Иран имеет специфическое место в области транзита в регионе. В такой важный период Кыргызстан и президент Кыргызстана поехал в Иран и достиг вот эти соглашения. Это очень хорошая новость для нас с большим потенциалом. Вот это построение железной дороги в первую очередь говорит о том, что у нас будут очень серьезные торговые взаимоотношения. То есть и наши
те, кто производители местные, они также могут воспользоваться вот этим потенциалом и в сторону Китая, и в сторону Ирана. Да? Конечно же, речь идет о построении больших крупных ГЭС. Это большие проекты, которые требуют крупных инвестиций. У Ирана такие возможности есть. Особо в теплой обстановке прошла встреча с духовным лидером Ирана Али Хасейном Хаменеем. Также вопросы расширения двухстороннего сотрудничества Кыргызстана и Ирана Атамбаев обсудил и со спикером Меджлиса Али Лариджани. Спикер, в свою очередь, заявил, что официальный визит Атамбаева откроет новую эру в отношениях двух стран. Большое спасибо, господин председатель, за высокую оценку нашей страны и моего визита. У наших стран очень много общего и в истории, и в культуре. И мы все мусульмане. Конечно же, нас Иран и Кыргызстан объединяет и дух свободы, дух независимости. Вполне закономерно, что наши отношения переходят на новый этап. Важность завязывать тесные экономические контакты с Ираном отмечает экономист Аилчи Сарыбаев. При этом подчеркнул, что сотрудничество с Исламской Республикой, кроме реализации взаимовыгодных экономических проектов, способствует усилению безопасности. Мы со стороны Ирана ожидаем также усиления безопасности нашей страны. То есть такие страны, как Иран, Китай, Россия, такие великие державы, и вместе с Кыргызстаном создадут, если вот такой альянс или сообщество экономического, политического, военного характера, это будет огромная победа нашей республики. Соглашение о выдаче заключенных, меморандум о сотрудничестве в области энергетики, гидроресурсов и в области сельского хозяйства. Эти документы подписаны по итогам переговоров. Также принято решение разработать совместную десятилетнюю программу сотрудничества между двумя странами. По итогам переговоров было подписано 9 совместных кыргызско-иранских документов. Как отмечается, официальный визит Алмазбека Атамбаева придаст новый импульс двухсторонним взаимоотношениям. А достигнутые договоренности открывают новые перспективы инвестирования в страну. На фоне вступления Кыргызстана в ЕАЭС Иран уже заявил о готовности сотрудничать в строительстве автодорог и железных дорог. Чолпан Гармышакова, Жаныбек Улу, ЛТР, Иран, город Тегеран.